Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем актуальную информацию по количеству новых выявленных случаев COVID-19 в регионе, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Здравствуйте. О сегодняшней эпидобстановке в республике, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители и гости нашей республики. Сегодня на 9 июня выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество город Якут — 61 случай. Кроме того, Мегино-Кангаласский, Хангаласский по 7 случаев, Усть-Алданский 5, Верхневилюйский 4, Алданский, Амгинский, Ленский, Неренгринский по 3 случая и Верхоянский, Мирнинский, Намский, Усяянский зарегистрировано по 1 случаю. Всего за сутки у нас проведено более 2483 тестов исследования. За весь период обработано более 1 140 000 видов исследований на ПЦР-диагностику. В Якутске сегодня 202 409 вакцин различного профиля. Сегодня мы получаем еще 1500, которые будут распределены по районам нашей республики. Первую вакцинацию за весь период получило 180 837 человек. Помимо этого, лица старше 60 человек — 40 682 человека. Во вторую вакцинацию, то есть полностью вакцинировались уже 125 656 человек, в том числе лица старшего возраста завершили вакцинацию 31 250 человек. Таким образом, использовано 88,8% вакцины, поступившей на территорию нашей республики, и мы продолжаем вакцинальную кампанию. Мы точно так же призываем всех получить вакцину в любых пунктах, которые приближены к вашему дому. Сегодня можно провакцинироваться как в медицинских организациях, в мобильных пунктах, и кроме того можно пригласить вакцинальную бригаду к себе на производство. Мы призываем всех все-таки ограничиваться и соблюдать все меры социального дистанцирования, не посещать массовые мероприятия, соблюдать масочный режим, беречь себя и своих близких. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба, а мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Рядом с поселком Хандага продолжает полыхать лесной пожар. Озвучим последние данные с места событий. В Алекминске прошла встреча с волонтерами, занятыми на эссе Олонхо. Какие темы обсуждались? Предметы искусства Якутии впервые выставлены в Казанском Кремле. Там открылась выставка «От Олонхо к пространству творчества». По данным Минэкологии, в Якутии тушат 18 лесных пожаров на территории 10 районов. Борьбу с огнем всего ведут более 1500 человек. Используют около 180 единиц техники. За сутки ликвидировано 4 возгорания. Обнаружен 1 новый очаг на площади 20 гектаров. На расстоянии менее 10 километров от населенных пунктов лесные пожары в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Тампонском районах. В 3 последних введен режим чрезвычайной ситуации. На особом контроле очаг у поселка Хандага. Сегодня вечером в Якутии ожидается прибытие еще 47 авиапожарных и 2 летчиков-наблюдателей Амурского отделения авиалесохраны. Обстановка стабильная. Поставлена задача, которую нам поставил Николай Александрович Сергеевич, наш Илдархан. Мы справились, оперативная группа. В эти дни нам существенную помощь оказал федеральный оперативный штаб Агафонов Александр Викторович. В короткие сроки мы провели межрегиональное маневрирование. С Приморья, это с Владивостока, на чартерных рейсах мы перевезли 120 парашютистов-десантников. Это очень серьезная группировка. Из Мирного переместили на действующие пожары в Нюрбинском улусе. С Хабаровска мы перевезли 60 парашютистов-десантников. И им тоже установили фронт работы в Верхневилюйском улусе. Федеральные десантники нам оказали существенную помощь. Это профессионалы. Наша наземная служба, авиационная служба, это авиалесохрана, полярная авиалиния, регион авиа, группировка самолета и вертолетов МЧС России тоже оказали существенную помощь. И благодаря общей координации и объединению сил и ресурсов нам удалось стабилизовать ситуацию в Вилюйской группе улуса. Сейчас перед нами стоит задача направить наши силы и средства на другие действующие пожары в Республике Саха-Якутия.
У поселка Хандыга все силы брошены на борьбу с лесным пожаром, действующим в 250 метрах от населенного пункта. Заняты более 12 единиц техники и более 70 пожарных десантников. Работает и аэромобильная группа, это 20 человек. Вертолет с воздуха сбрасывает в воду. В Хандыгу на самолете отправились 10 спасателей и 11 пожарных во главе с первым зампредом Госкома БЖ региона Иннокентием Андросовым. Ситуация усложняется тем, что на территории Тампонского района сегодня ожидается порывистый ветер до 12-17 метров в секунду. К другим темам: до конца следующего года в России планируют начать эксперимент по внедрению цифрового профиля школьников. В Минпросвещении уже подготовили концепцию проекта, которая ждет согласования в Минцифры. Как сообщает «Коммерсант», цифровой профиль предлагается сделать обязательным и регистрировать его уже при зачислении ребенка в детский сад или первый класс. Помимо других данных, в профиле будут зафиксированы и все достижения, то есть у школьников появится цифровое портфолио. Введение цифрового профиля ученика пробирует в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Он проводится до конца следующего года. О готовности к организации детского отдыха главы дальневосточных регионов сообщили полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу на совещании. От руководства Якутии участие принял премьер Андрей Тарасенко. В республике запланирована работа более 570 детских центров лагерей отдыха для почти 40 тысяч ребят. В первую смену планируется открытие 270 лагерей. Из регионального бюджета будут оплачены 380 детских путевок для отдыха в Краснодарском и Приморском краях. Пандемия внесла существенные изменения в то, как люди проводят время и организуют досуг. Снизилась мобильность населения, закрылся ряд туристических направлений. Вместе с тем правительство России предпринимает значительные усилия по развитию внутреннего туризма, созданию комфортных условий для отдыха граждан внутри страны, отметил Юрий Трутнев. В Намском Луйсе проверили ход строительства домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Рабочий визит начался в селе Идяй. Ознакомились с ходом работ на 9-квартирном доме. Он готов на 40%. Дом планируют сдать осенью. Далее посетили строящийся дом в селе Первых Амустах. Объект расположен по улице Северная. В этом селе ключи от квартир в новостройках получат 20 семей по программе переселения. Также осмотрели объект в селе Партизан. Первые сваи забиты в мае, возводят двухэтажный 9-квартирный дом. Еще один 10-квартирный дом строят в селе Хатырык. Сейчас идут работы по обвязке арматуры цокольного перекрытия. В селе Намцы строят дом на 40 квартир для переселенцев по улице Чернышевского. Работы ведутся без перерыва, без выходных. Одна проблема, проблема в том, что у нас опалубки не хватает, поэтому некое отставание от графика есть, 3 недели. В будущем при производстве кладочных работ планируется догнать график. Бетонщики у нас местные ребята, якуты, а так кладчики и отделочники у нас будут иностранная рабочая сила. При трудоустройстве безработного работодателю положена господдержка. На субсидию претендует любой работодатель, принявший в штат сотрудника, зарегистрированного в Центре за занятости с начала года. При этом первый платеж организация получит через месяц после трудоустройства, второй через 3 месяца, третий через полгода. Для участия в программе руководителю предприятия необходимо направить заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Такая мера позволит трудоустроить не менее 2500 безработных граждан. На сегодняшний день 111 работодателей написали заявление, а 40 человек нашли постоянную работу. Работодатель в случае трудоустройства безработного гражданина обязан в течение 3 дней уведомить Центр занятости. У нас налажена тоже схема работы с Фондом социального страхования. Мы в течение этих дней обязаны уведомить Фонд социального страхования. Потом по истечении 1, 3 и 6 месяца работодатель направляет заявление в Фонд социального страхования и, основываясь на предыдущих данных, Фонд социального страхования перечисляет субсидию. Встреча с волонтерами помогла определить направления, по которым будут работать ребята в период проведения цеха Олонхо в Алекминске. Кроме того, волонтеры познакомились между собой и выяснили, кто будет курировать ряд направлений. Продолжит тему Елена Фаст.
В июне Алекминский район планирует проведение большого праздника эссе Халанхо. Кроме участников мероприятий, очень востребованы волонтеры. Встреча с инициативной группой прошла интересно. Сегодня, к сожалению, их не так много, как должно быть, потому что на сегодняшний день мы не пригласили волонтеров СМИ, это где-то, в общем, 12 человек, волонтеров по благоустройству, их у нас, в общем, 45 человек. Далее, сегодня должны были подойти у нас волонтеры по направлениям культуры, спортивному направлению и волонтеры, которые должны быть в помощь ГИБДДшникам. Значит, их в общем количестве должно быть так, 60 человек. Ребята будут задействованы по нескольким направлениям. Сегодня мы пригласили их для того, чтобы немного познакомить их с программой, с их направлением в работе, чем они будут заниматься. Также мы хотим на сегодня уже определиться с количеством, сколько человек у нас будет в том или ином направлении. Служба ГИБДД уже работали с отрядом «Альфа». На период мероприятий у них также есть планы по сотрудничеству. В проведении республиканского праздника Исаах волонтерская дружина, вот это ребята, которые не достигшие 18-летнего возраста, в основном будут привлечены только на закрытых площадках. Будут помогать при расставлении транспорта. Ну, так же, как я еще раз отметил, на совещании в основном они будут только находиться со своими старшими. Волонтеры востребованы по всем направлениям. Очень важно, чтобы гости района чувствовали себя уверенно и комфортно. Это организация помощи на место проведения эссе Халанхо, то есть встреча гостей, ознакомление гостей, направление, куда идти в случае возникновения вопросов. То есть это координация движения гостей. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Предметы искусства Якутии впервые выставлены в Казанском Кремле. Напомним, в Татарстане продолжаются Дни нашего региона. Всего Национальный художественный музей привез в Казань порядка 80 предметов искусства. Это живопись, работы мастеров-косторезов из бивня мамонта, графические работы и многое другое. Выставка «Таланхо к пространству творчества» показывает ключевые символы традиционной культуры, которые обладают большой смысловой емкостью в произведениях якутских художников. Работать выставка будет до 13 июня. А берестяных дел мастер живет в селе Тас-Юрях Мирнинского района. Ульяна Попова – одна из мастериц, кто хранит древний промысел. Ее работа отличается красочностью. Откуда у нее любовь к прекрасному и почему мастерица увлеклась именно берестяным шитьем, узнавала Ивана Филиппова. У меня мечта была шить такую посуду красивую, как моя бабушка шила. И моя мечта исполнилась, я думаю. Ульяна Попова по праву может называть себя мастерицей берестяного шитья. Увлеклась этим нехитрым делом 4 года назад. Туя, сыгая, чабычах. Около 30 берестяных изделий шила вручную, при этом соблюдая все каноны, сохраняя стилистику и технику старинного якутского шитья. Я специально готовлю вот такие нитки, сети называется по-якутски, из конского волоса, из хвоста. Все я из конского волоса все сделала. Поэтому это очень трудоемкая работа, но зато будет такая красота. По якутским поверьям, береза – священное дерево божеств верхнего мира. Она защищает человека от действий темных сил и болезней. Поэтому изделия из бересты, как и конский волос, имеют важное значение для якутов. А вот продукты в такой посуде сохраняются долго и не теряют вкусовых качеств. На изготовление одного предмета Ульяна Попова тратит больше месяца. Мастерица уделяет особое внимание декору. Каждая работа украшена неповторимым орнаментом. Для этого она использует не только конский волос, но и бисер, вставки из стальника и бересты. Моя первая работа, вот я к мастеру ездила учиться, вот такое маленькое ведерко я шила. И вот оно мне, ну хоть не на кривенькое и косенькое, но все равно моя первая работа. И я все-таки умудрилась ее украсить немножко.
Помимо берестяного шитья, Уляна Попова увлекается вышиванием, плетением головных уборов из конского волоса. Ее первая персональная выставка прошла в Мирном в прошлом году. Из-за пандемии показ прошел онлайн. Еще одно увлечение Уляны Поповой – цветы. Бархатцы, гладиолусы и даже розы. Каждый год они украшают территорию частного дома. Красота должна быть везде, говорит жительница села Тасюрях. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.